В Алматы министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с личным составом Центрального спортивного клуба армии и специалистами по организации физической подготовки и спорта. Мероприятие прошло на базе Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагомедова. Руководитель оборонного ведомства отметил, что ЦСКА – это кузница спортивных кадров. В этом году армейские спортсмены на весь мир прославили нашу страну. Из 7 медалей на Олимпиаде в Париже 4 завоевали представители вооруженных сил. В завершении встречи министр обороны поощрил отличившихся спортсменов ЦСКА, начальников команд, тренеров и военнослужащих спортивной роты. В столичном Национальном военно-патриотическом центре вооруженных сил состоялся итоговый брифинг Министерства обороны для военных дипломатов. В мероприятии приняли участие представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, Министерства обороны, промышленности и строительства. Заместитель министра обороны генерал-майор Шайх Хасан Жазыкбаев выразил признательность военным атташе, представляющим свои страны и вносящим вклад в укрепление двусторонних отношений между вооруженными силами. Он также отметил расширение участия казахстанских военнослужащих в миротворческих операциях. Военные дипломаты поблагодарили казахстанскую сторону за плодотворное сотрудничество, основанное на доверии и взаимовыгодном партнерстве, и выразили уверенность в дальнейшем эффективном взаимодействии. Национальный университет обороны посетила делегация Национального колледжа обороны Султаната Оман под руководством вице-адмирала Али Абдуллы Мухаммеда Аль-Шиди. В мероприятии принял участие посол Омана в Казахстане Халид Хамед Мухаммед Мбарек Аль-Гайлани. Зарубежные гости ознакомились с организацией учебного процесса, программами обучения и материально-технической базой вуза. В завершении встречи стороны договорились о развитии двустороннего сотрудничества между военными учебными заведениями Казахстана и Омана. В городе Щучинске презентован специальный вагон сопровождения воинских грузов. Запуск первого переоборудованного вагона для караула – результат сотрудничества Главного управления военных сообщений и Управления начальника тыла Вооруженных сил Республики Казахстан с предприятиями акционерное общество «Национальная компания Казахстан-Темиржола». Организаторы мероприятия приурочили это событие ко Дню независимости. В нем приняли участие представители руководства Министерства обороны, акционерных обществ «Национальная компания Казахстан-Темиржола», Казтемиртранс, ТОО «Боровское локомотиво-вагоноремонтное депо» и кадеты военного колледжа имени Шокана Уалиханова. Национальный университет обороны Республики Казахстан и Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сайфуллина подписали соглашение о сотрудничестве. От имени военного вуза подпись под документом поставил генерал-майор Аскар Мустабеков, агротехнического университета, председатель правления Канат Тереув. Соглашение направлено на развитие научного взаимодействия, внедрение инновационных решений, реализацию совместных исследовательских проектов и образовательных программ. В Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева в Астане состоялся отчетный концерт творческой студии «Жас Сарбаз». Культурное мероприятие посетили первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба вооруженных сил, генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, представители командования вооруженных сил, других войск и воинских формирований, ветераны, деятели культуры и родители. Организаторы концерта приурочили мероприятие к 114-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, легендарного полководца полковника Бауржана Момышула. В концертной программе прозвучали известные народные музыкальные произведения и исполнены хореографические композиции. Более 500 солдат присягнули на верность родине в Актауском, Алматинском, Акмолинском, Шымкентском и Приозерском гарнизонах. В Актау в торжественной церемонии приняли участие депутат Мажилиса парламента Наталья Дементьева, военнослужащие, ветераны вооруженных сил афганской войны, родные и близкие солдат. Депутат Наталья Дементьева поздравила со знаменательным событием своего сына и его сослуживцев, принявших на себя священные обязательства по защите Родины. Во всех воинских частях были организованы показательные выступления с элементами рукопашного боя и дефиле с оружием. Состоялись экскурсии с показом образцов вооружения и военной техники, учебных классов, казарм и столовой. Родители смогли ознакомиться с условиями службы сыновей и получить ответы на интересующие вопросы.